Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В столице осуществляют свою деятельность порядка 200 различных предприятий, от которых зависит жизнедеятельность всего города. От организации школьного питания до ремонта дорог. Организует и проводит тендеры по закупу всего необходимого Управление муниципальных закупок городского округа города Якутска. Что входит в обязанности управления, мы узнаем у гостей студии Светланы Антоновой, начальника Управления муниципальных закупок городского округа города Якутска. Светлана Декабриновна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие функции осуществляет Управление муниципальных закупок? Управление муниципальных закупок у нас было создано в 2004 году, и основная функция – полномочия по определению поставщиков в городском округе города Якутск. Они, в принципе, в основном так и остались. То есть у нас порядка 200 заказчиков, и то, что они, закупают для своих учреждений по бюджету городского округа города Якутск, это все проводится через торги, то есть конкурсы, аукционы, запросы котировок. На сегодняшний день это по федеральному закону 44-му. Кроме того, за годы существования Управления муниципальных закупок нам, было вменено несколько, других обязанностей, то есть полномочий как технического исполнителя по торгам, по иным торгам. То есть это имущественные торги, торги по рекламной конструкции, торги по нестационарным торговым объектам, далее торги по земельному кодексу. Поэтому функции наши на сегодняшний день они расширены, и вполне на сегодняшний день мы считаем, что мы справляемся со своими полномочиями. А какие основные изменения произошли в 44-м федеральном законе с начала этого года? На что стоит обратить внимание участникам закупок? Да, особенно 44-го, скорее всего, в том, что он очень часто и много менялся, но самые глобальные изменения произошли в 2022 году, то есть с 1 января, то есть были внесены изменения, он назывался оптимизационный пакет 2, и где-то порядка около 70–80% всех положений законодательства были изменены. Но изменены были сроки приема заявок, сроки рассмотрения заявок. Но основное изменение, на которое необходимо, я на сегодняшний день считаю, чтобы участники и все предприниматели обратили внимание, это электронное актирование. Поскольку электронное актирование, то есть документооборот раньше между заказчиком по исполнению контрактов, по исполненным контрактам проходил в бумажном варианте. На сегодняшний день эта вся процедура была переведена в электронный документооборот в единой информационной системе. То есть когда предприниматель начинает работу по сдаче своего товара, работы, услуги, то он должен в обязательном порядке загрузить все документы и, в принципе, заполнить в личном кабинете всю необходимую документацию. И только после этого начинается приемка товара, работы, услуг и производится оплата работ. Процедура, считаю, что она потребует, наверное, некоторых навыков, но, тем не менее, при этом обеспечивается полная прозрачность приемки и, скорее всего, и каких-либо коррупционных, каких-либо таких, моментов. Все. А сейчас у нас все документы принимаются в электронном варианте, а есть такие районы, где, например, плохой интернет, и у них, то есть, также продолжается на бумажных носителях? Нет, поскольку у нас электронный конкурс был последним способом, который был переведен в электронную форму в прошлом году, соответственно, все способы закупок сейчас на сегодняшний день в электронной форме производятся. А то, что в некоторых улусах, районах, в связи с тем, что плохой интернет и участник не сможет принять участие, я считаю, что это организационные моменты самого предпринимателя, участников, да. Как один из моментов предложений я могу сказать, что он может, например, на основании соглашения или договора привлечь иное лицо, это предусмотрено законом, и, в принципе, он может
какой-нибудь специализированной организацией или специалистом, который может подавать заявку от его имени. Но, в принципе, это действительно организационный момент самого предпринимателя. То есть кто захочет, тот Да, отправит да, документы. Как принимают участие в закупках предпринимателей? Какие меры поддержки предусмотрены для них? Ну, в принципе, 44-й закон, он ориентирован только на участников, то есть на участников предпринимателей, то есть законом предусмотрено на принятие участия от физического лица до всех организационно-правовых форм, акционерных обществ, там, и унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей. И на сегодняшний день самозанятые также привлечены для участия в 44-м законе. Но меры поддержки по закону, федеральному закону, значит, это на сегодняшний день установлены преференции, это 2022 года, с 1 января, они увеличены с 15% до 20%, до 25%. То есть любой заказчик от совокупного годового объема закупок, он обязан по закону провести для субъектов малого предпринимательства не менее 25%. То есть это и есть мера поддержки на федеральном уровне для предпринимателей. А для участников городского округа Якутск я расскажу, что у нас есть электронный магазин для малых закупок, в котором, значит, в регламенте предусмотрено для субъектов малого предпринимательства, местных товаропроизводителей, мы предусмотрели, что они вправе заключить договор без проведения торгов с заказчиком на поставку товаров местного товаропроизводителя. Ну, я считаю, что это очень хорошая инициатива, и она дает нам хорошие возможности поддержать местных товаропроизводителей. А в основном это какие товары? Это товары, значит, в основном это местные товары, значит, мясо, молоко, овощи, ну, вот так. И для того, что он является местным товаропроизводителем, предприниматель, значит, подтверждает его своим сертификатом своего производства. То есть это хорошая форма поддержки? Да, я считаю, что это хорошая форма поддержки. Но предприниматели об этом знают, но, в принципе, возможно, есть и те, которые еще не знают, но, тем не менее, очень хорошо пользуются этим. И по федеральному закону поддержка с 15 до 25 увеличился объем поддержки местного товаропроизводителя? Это для субъектов малого предпринимательства. Часто ли заказчики сталкиваются с недобросовестными участниками процесса, будь то поставщики, подрядчики или исполнители? Как законодательство регулирует такие ситуации? Ну, с недобросовестными, вот за последние 3 года, которые мы анализировали, там не так много таких недобросовестных, но в принципе сталкиваются заказчики. И закон очень хорошо регламентирует деятельность заказчика, когда он сталкивается с недобросовестным поставщиком. Он обязан принять меры соответствующие, то есть, значит, в обязательном порядке или отклонить тот контракт, не отклонить, а расторгнуть тот контракт в одностороннем порядке и при этом заявить в контрольные органы, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия о том, что он, значит, столкнулся, ну, как бы направить свою заявку о том, что он столкнулся с недобросовестными поставщиками. И на рассмотрение комиссии, значит, Федеральная антимонопольная служба принимает решение, действительно ли данный участник является недобросовестным, и, соответственно, правильно ли было расторгнут контракт в одностороннем порядке. А каков уровень конкуренции в закупках городского округа? Какие самые популярные виды закупок? Ну, в городском округе у нас, как бы, мы на федеральном уровне придерживаемся единицы уровня конкуренции где-то 3,12, ну, уже вот последние 3 года. В федеральном уровне тоже примерно на 3 получается. В принципе, я считаю, что, учитывая особенности нашего города, как бы отдаленность и региональные свои особенности, что такая конкуренция, она, ну, как бы хорошая. Особенно много бывает конкуренции именно в подрядных работах, где строительные работы, ремонтные работы.
Достаточно конкуренции по поставке продуктов питания. У нас очень много предпринимателей, которые занимаются этим. Ну и в последнее время наблюдается хорошая конкуренция в услугах, оказании услуг. Раньше вот в услугах было очень мало предпринимателей, которые занимались услугами. На сегодняшний день это клининговые услуги, допустим, да, охранные услуги, они очень хорошо сейчас конкурентные. А как можно принять участие в земельных аукционах и иных имущественных торгах? Ну вот особенность последних лет, ну, в связи с пандемией 2020 года, начиная прямо с начала пандемии, мы начали переводить все торги в электронную форму. И на сегодняшний день земельный аукцион у нас проводится в электронной форме. Принять участие может любое лицо. Вот был случай в 2020 году, когда мы проводили первые аукционы в электронной форме по земельному кодексу. У нас принимала участница, которой было 83 года, в электронной форме. Поэтому ну, я считаю, что у каждого есть возможность, если он хочет приобрести участок, например, для индивидуального жилищного строительства, да, нужно, значит, информация, извещение у нас размещается, во-первых, на сайте окружной администрации Якутск РФ, где раздел торги. Потом он размещается в единой информационной системе торги НИЮ торги.гов. Раньше был сайт имущественные торги.гов, но с этого года все торги по имуществу перевели, ну, на другой сайт. И если посмотреть, значит, там можно найти очень привлекательные на каждого участника торги. Далее от сайта НИЮ торги.гов он переводится на все электронные площадки, которые у нас есть. Ну, на сегодняшний день мы пока размещаем только на электронной площадке РТС Тендер. Потом, ну, возможно, привлечь и другие площадки. А что бы вы хотели пожелать потенциальным участникам закупок, куда можно обратиться? Ну, если есть вопросы по какие-либо консультативные, ну не консультативные, а в принципе вопросы по участию в закупках или какие-либо вопросы на запросы на разъяснение, вы можете обратиться по телефону 40 88 65, это наш общий номер управления муниципальных закупок. Далее на нашем сайте закупкиякадом.ру, там тоже возможно, значит, подавать в электронной форме вопросы. Ну, вот так, наверное. Светлана Декабриновна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. Гостем сегодняшней программы была Светлана Антонова, начальник управления муниципальных закупок городского округа города Якутска.